И вот, дорогие друзья, сегодня нам наконец-то удалось попасть на территорию Казанского Кремля. Смотрите, это совершенно огромная территория. Корпус кельи построен в 1670 году. Далее, что тут интересное? Фасады, Евгений, украшены наличниками арочных окон и декоративными поясками и карнизами. Проект реставрации здания разработал архитектор Аксенов. Женя, ты что-то запомнил? Классный экскурсовод просто. Честно, И вот посмотрите, какая красота. Мы обращаемся к главному экскурсоводу. Женя, постой. Проходим. Многие говорят, что мы находимся у Казанского Кремля. Но правильно говорить комплекс мечети Кул-Шариф. Комплекс мечети располагается в западной части крепости. Создавался как единый архитектурный ансамбль, включающий в себя, собственно, мечеть, памятный камень и здание экскурсионного бюро. Ныне состоит из 4 корпусов, отреставрированных по разным периодам. А вот здесь, смотрите, целое детское паломничество. Это говорит о том, что в стране начались каникулы, и детишки со всей страны едут посмотреть на Казанский Кремль. Скоро деньги будут зарабатывать. И вот, наконец, друзья, мы под сводами Казанского Кремля. Молитвы здесь звучат, как говорят, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. То есть всегда. Мы поднимаемся сейчас на балкон, который так и называется, для туристов. И вот посмотрите, какая красота, какое великолепие. И вот мы спустились с этой лестницы. Наш экскурсовод Евгений, рассказывай. Мы спустились с вами на цокольный этаж. Музей исламской культуры. Музей находится в мечети Кул-Шариф и расположен на территории Казанского Кремля. И действует с 21 февраля 2006 года. Здесь всего 2 зала экспозиции. Это единственный в России музей, посвященный истории и культуре ислама у тюрко-татарских народов. Так что вот, Евгений, идем. И вот мы в музее ислама. А это у нас фрагменты декоративного карниза. Вот информация со времен Золотой Орды, между прочим. И вот так можно прочесть весь Коран, друзья. И вот, наконец-то, мы вышли на территорию древнего Кремля. Это православный Благовещенский собор. А вот это вот башня Сююмбике, с которой, по легенде, спрыгнула, покончила жизнь свою невеста Ивана Грозного. Ну и вот закончена наша экскурсия по Казанскому Кремлю. И, кстати, настало время прощаться с нашими гостями, экскурсоводами. Ну что, скажите что-нибудь на прощание. Желаю всем хорошего настроения. Жень, тебе хороших, нормальных денежных корпоративов. Все, до новых встреч. Ну все, пока. Пока.